может служить мотивацией изучения языков коренных народов? Так звучит тема сегодняшних дебатов. Их участниками стали студенты двух колледжей – культуры имени Чисталева и медицинского имени Морозова. Двум командам по 3 человека дается 5 минут на представление своей позиции. Как повысить интерес к коми-языку? Как не допустить исчезновения культуры родного края? Ребята предлагают свое решение этих вопросов. Для поддержки носителей культуры, носителей языка, людей, которые это во многих странах, я знаю, что поддерживается, и те малочисленные народы, им как-то какие-то, даже если даже финансовая помощь или какие-то стимулирующие такие, чтобы люди знали, что они нужны, что изучение языка нужно для чего-то, а не просто для того, чтобы было. Круглый год в республике проходят события с этнокультурной тематикой. К примеру, всеобщий диктант на коми-языке. Со временем количество участников растет. За круглым столом собираются 2-й год подряд. Дебаты проводят не только в столице Коми, но и в других муниципалитетах. К примеру, в Печоре. По словам организаторов, такая форма проведения позволяет выявить новые пути решения проблем. Дебаты, они позволяют в споре создать некую общую линию, то есть позиции могут быть абсолютно разные, но всегда они в чем-то пересекаются, так или иначе. То есть, как ни банально это звучит, но в споре рождается истина. То есть мы тут собираемся не просто так побузить, поспорить, а разработать некий алгоритм решения проблемы. Дебаты проходят в 3 этапа. Первый – рассуждение о проблеме. Студенты приводят примеры из жизни, рассказывают о своем отношении к языку. Ведь именно он, по их словам, связывает народ с бессмертием, служит незаменимым проводником к его культуре и истории. Второй этап – диалог. Эксперты не только задают участникам вопросы, но и сами принимают участие в обсуждении. У колледжа культуры такой очень эмоциональный фон, такой лозунговый, а медицинский колледж там больше конструктива и меньше эмоций. Поэтому я попробую снова в конструктив перевести одних, а в эмоции других. После – составления резолюции. Участники вместе с экспертами подводят итоги встречи. Некоторые из предложений уже взяты на вооружение. Например, в столице Коми уже есть бесплатные курсы для изучения коми-языка. Создан этнокультурный лагерь, а в театрах можно увидеть постановки на родном языке. Однако некоторые проекты еще только предстоит осуществить. Впрочем, произойдет это уже в ближайшем будущем. Виктория Денисова, Юлия Телешкина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Сыктывкар.